В эфире телеканала «Якутия-24» новости. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. В 3 районах Якутии ухудшилась ситуация с коронавирусом. И это на фоне того, как инфекция стала отступать. 1 человек погиб и 1 пострадал. Утром в Якутске произошел пожар в жилом доме. В Ленске открыли лыжную базу и каток. Инвентарь для посетителей бесплатный. В 3 районах Якутии ухудшилась ситуация с коронавирусом. Об этом сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. Так, в Усть-Майском районе нестабильная ситуация наблюдается в небольшом отдаленном населенном пункте, где отработала уже бригада медиков, и сейчас специалисты решают проблему на месте. А в Тампонском районе коронавирус начал распространение по Хандыге, где ранее заболевание выявили в группе корпоративных контактов. Что касается Мирнинского района, то там из-за скачка числа заболевших проводится эпидрасследование управлением Роспотребнадзора. Главой Якутии Айсеном Николаевым даны поручения, направленные на соблюдение санитарных норм на местах. В целом же по Якутии ситуация с коронавирусом на сегодняшний день выглядит следующим образом. Выявлено 85 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Якутск – 36 случаев, Мирнинский район – 23 случая, Тампонский район – 5, Алданский, Нерюнгринский районы по 3 случая, Мегино-Кангаласский, Нижнеколымский, Усть-Майский, Хангаласский районы по 2 случая, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Татинский, Усть-Алданский, Чурапчинский районы по 1 случаю. Несмотря на то, что обстановка является достаточно стабильной, тем не менее, мы с вами знаем, что вышли наши дети в школы. Поэтому очень важно, и сегодня глава республики на это обратил внимание на оперативном штабе, чтобы был подключен и общественный контроль, для того, чтобы родительский контроль, для того, чтобы отследить, чтобы в школах соблюдались все санитарно-эпидемиологические нормы. А это и термометрия, и раздельный вход, и раздельные непосредственно перемены, и как можно меньшее количество контактов детей, соблюдая социальную дистанцию. К другим событиям. В Якутске объявлен сбор средств для погорельцев дома по улице Шевченко. Напомним, сегодня утром произошел пожар в деревянном многоквартирном доме. В ходе тушения пожарными было обнаружено тело погибшего. Его личность сейчас устанавливается. Уже через 5 минут после сообщения о возгорании на месте работали огнеборцы. На момент прибытия первого пожарного подразделения горела квартира во 2-м подъезде. С места пожара сотрудниками МЧС было эвакуировано 10 человек. Вопрос о судьбе дома и его жильцов рассмотрят на заседании городской комиссии по ЧС, а управа Сайсарского округа объявила сбор средств пострадавшим жителям. Жители города Мирный жалуются на скользкие тротуары. В алмазной столице, как убедилась наша съемочная группа, их не везде посыпают песком. Сейчас на прямой связи из Мирного с подробностями наш корреспондент Марфирина Алексеева. Марфирина, приветствую. Так ли все сложно, что говорят пешеходы и местные власти? Алексей, приветствую. К сожалению, сотрудники администрации никак не комментируют данную ситуацию. Поэтому, чтобы быть не голословными, мы вышли в самую проблемную зону города, по мнению жителей города Мирного, и провели опрос. Есть ответы, те, которые, люди некоторые против, некоторые за то, что, все вроде бы... Некоторые люди говорят, что проблема действительно имеется, и я предлагаю вам послушать опрос и ознакомиться с ответами. Отвратительно. Скользко, то есть? Конечно, скользко. Люди знакомых сколько уже руки и ноги ломают. А скажите, довольны ли вы качеством отсыпки дорог и придомовых территорий? Нет, конечно. Я вот в пятницу упала на левую сторону, вот возле аптеки, почти что. И вчера шла в больницу, в аптеку, да, вот панацея у нас по советской, за Дионисом сразу упала. Какое качество, где она? И меня вот сейчас приехала в больницу, потому что у меня рука не поднимается. К сожалению, мама неделю назад у меня сломала ногу. Как думаете, довольна? А скажите, по какой улице, где в основном вот такая на плохая? перекрестке переходила от аптеки 66-й, 75 лет, сломала ногу, потому что там не отсыпано было. Судя по ответам горожан, проблема действительно имеется, поэтому мы собираемся мониторить данную проблему и освещать ее на телеканале наших новостных эфиров. Я передаю слово студии.
Спасибо, Марфирина. Я еще раз напомню, что на прямой связи из Мирного была наш корреспондент Марфирина Алексеева. И мы следим за ситуацией с отсыпкой тротуаров в алмазной столице. Алроса начала реализацию проекта на хвостохранилище обогатительной фабрики номер 14 Айхальского ГОКа. Он призван дополнительно повысить его надежность и снизить операционные затраты. Комплекс работ предусматривает создание сети скважин для снижения проницаемости основания хвостохранилища, где складируются хвосты обогащения алмазосодержащей руды. Эта руда представляет собой смесь перемолотой пустой породы с водой. Это позволит дополнительно повысить надежность ГТС и снизить расходы на его эксплуатацию за счет уменьшения объемов перекачки дренажных вод из пруда-накопителя в пруд-отстойник. Окончание работ намечено на третий квартал 2021 года. Сегодня в День российской науки состоялось возложение цветов к памятнику выдающемуся российскому ученому, доктору технических наук, первому якутскому академику Владимиру Ларионову. В церемонии возложения цветов к мемориалу приняли участие глава республики Айсен Николаев и члены правительства. Стоит отметить, что при непосредственном участии Владимира Ларионова в 1970 году был создан самый северный научно-исследовательский академический институт технического профиля – Институт физико-технических проблем Севера. Вот 21 год, год надежд, был объявлен годом науки и технологий. У нас объявлен годом здоровья, так что мы будем здоровыми и делать науку и внедрять ее вот с помощью уже технических неких мероприятий, уже технологии превращать. А технологии, они работают всегда на благо республики, на благо государства, человечества всего. Вот это основная цель науки – улучшать благосостояние общества. Да? И сегодня ко Дню российской науки в режиме онлайн пройдет конференция для студентов Сибирского государственного университета водного транспорта, которую проведут сотрудники Института мерзлотоведения. С докладом и презентацией для слушателей выступит старший научный сотрудник лаборатории подземных вод и геохимии криолитозоны Марина Донзанова. Сейчас на прямой связи со студией находится наш корреспондент Саргалана Неустроева. Сарга, приветствую, ждем от тебя подробностей о мероприятии. Приветствую, Алексей. Сейчас я нахожусь в музее мерзлотоведения, где собрано множество экспонатов, которые так или иначе поспособствовали становлению не только университета, но и науки мерзлотоведения в республике в целом. Ну и действительно, сегодня здесь в институте стартовала неделя науки, которая продлится с 5 по 12 февраля. И в течение этих дней любой желающий абсолютно бесплатно сможет прийти сюда, ознакомиться не только с экспонатами, но и с лабораторией, посетить царство вечной мерзлоты и многое-многое другое. Подробнее об этом нам рассказала научный сотрудник института Розалия Иванова. Предлагаю послушать. Тот человек, который к нам придет в течение этой недели, во время Дней науки в Якутии, конечно же, должен в первую очередь обратить внимание на саму вечную мерзлоту. Мы проводим экскурсию в подземную лабораторию, рассказываем, как она, что из себя представляет, какими методами мы ее изучаем и как она была обследована, на что стоит обратить внимание при изучении нашей науки. Ну, еще раз повторюсь, неделя науки здесь в институте пройдет с 5 по 12 февраля абсолютно бесплатно. В будние же дни, в обычные, непраздничные, вход платный. Также, разумеется, соблюдены все меры безопасности, не забывайте маски. Ну а на этом у меня все, Алексей. Спасибо, Саргы. Напомню, что на прямой связи из Института мерзлотоведения в Якутске, где проходит онлайн-конференция, была наш корреспондент Саргалана Неустроева. В Ленске возобновили работу лыжная база и каток. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленского района. Данные объекты будут открыты для посетителей по субботам и воскресеньям. Каток можно посетить с 12 до 20 часов по местному времени, лыжную базу с 10 до 18 часов. Весь инвентарь – это коньки, лыжи и сноутюбинги – выдаются бесплатно. На этом пока все. Мы следим за развитием событий. Не забывайте носить маски, берегите себя и своих близких. Удачи вам!